неделя, новый день. Пусть он принесет всем нам только хорошее. Приветствуем вас на телеканале НВК Саха. На этой неделе мы вещаем для вас с привокзальной площади аэропорта Ворота Якутска. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня 12 августа. И сегодня отмечается День военно-воздушных сил России. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому знаменательному событию. В международном календаре 12 августа отмечен как День молодежи. В этот праздничный день принято не только поздравлять современную молодежь, стоит приложить все усилия для того, чтобы по праву можно было гордиться ее достижениями, успехами и позитивным восприятием жизни. Таковы основные знаменательные события этого дня. Хочу напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер абонент МТС 279-2262 к вашим услугам. Если вы хотите задать вопрос, пожелать нам или нашим гостям, ну или поздравить своих родных или друзей, то добро пожаловать. Ну а теперь давайте знакомиться со свежим прогнозом погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 6, плюс 13 градусов. Днем ожидается до плюс 20. Заречье утром плюс 10, плюс 15, днем плюс 18, плюс 22 градуса. В южных Улусах утром плюс 8, плюс 12, днем плюс 22, плюс 27. В Вилюйских Улусах утром плюс 8, плюс 13, днем плюс 23, плюс 26 градусов. В Нижнеленских Улусах утром плюс 11, плюс 12, днем плюс 22, плюс 24. В Западных Улусах плюс 11, 13 утром, днем плюс 22, плюс 27 градусов. В Колыме-Дигирских Улусах плюс 6, плюс 11 утром, днем плюс 14, плюс 23. В Янских Улусах плюс 7, плюс 12 утром, днем плюс 21, плюс 25 градусов. В Северо-Западных Улусах плюс 6, плюс 14 утром, днем плюс 18, плюс 25. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Утром и днем в городе Якутске ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до плюс 21-19 градусов. Ну а далее не переключайтесь, я передаю слово своим коллегам из информационной службы, после чего мы с вами снова увидимся. Доброе утро. В прямом эфире новости в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Сбербанк снизит процентные ставки по ипотеке до 5%. Изменения начнут действовать с сегодняшнего дня для семей с 2 и более детьми. Нововведение распространяется на семьи, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй последующий ребенок. Они смогут приобрести не только готовое жилье от застройщика, а также квартиру на первичном рынке. Отметим, снижение ставок было принято в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». А вот Кабинет министров решил одобрить внесение изменений в распределение субсидий регионам для реализации национальных проектов образования и демографии. Согласно документу, вплоть до 2021 года на эти средства необходимо создать в регионах новые места в общеобразовательных организациях и модернизировать инфраструктуру общего образования в отдельных субъектах страны. Деньги из федерального бюджета также направят на создание в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях.
Открыть красоту природных объектов Якутии поможет новое мобильное приложение. Совместная разработка Министерства предпринимательства, торговли и туризма региона, Национального туристско-информационного центра Якутия и оператора связи МТС позволяет туристам узнать о наиболее интересных местах и маршрутах республики. Каждому гостю, прибывшему в Якутию, придет приветственное СМС-сообщение со ссылкой на мобильный гид. Пройдя по ней, человек попадает на страницу, где собраны знаковые туристические объекты Якутии, такие как Кимберлитовая трубка Мир, уникальная сокровищница Якутии и царство вечной мерзлоты. Пользоваться гидом смогут абоненты всех операторов мобильной связи. Декоративные вазы, изящные колокольчики, панно по мотивам якутских сказок и легенд. Это далеко не все виды изделий, которые создает керамист-художник Мария Адамова на протяжении 25 лет. Сейчас ее работы известны и за пределами республики. Для своих произведений мастерица берет белую глину из заброшенных карьеров по Намцирскому тракту. А красная же глина больше всего подходит для окрашивания изделий. Для того, чтобы создать прекрасные фигуры, Мария сначала обжигает их в самодельной печи, затем покрывает специальной краской и глазурью. Эту технику она отточила около 5 лет назад и называет задымлением. Не берем летом глину, заготавливаем зимой. Тогда качество глины очень хорошее. Можно взять хорошую глину, и она должна быть обязательно, эта глина, как масло. Оно постоянно должно быть в жидком состоянии. Тогда только глина, я считаю, по своему опыту могу сказать, что она будет хорошей глиной. А красная глина встречается у нас редко, и она неудобная. Я не могу ей пользоваться, потому что она дает очень большую усадку. Она очень усадку дает большую, да, и трескается, я считаю. Поэтому лучше белой глиной, она очень удобная для меня. Конкурс армейских международных игр «Эльбрусское кольцо-2019» стартовал в Кабардино-Балкарии. В нем участвуют горные подразделения из 5 стран мира. Мероприятие проходит в Центре горной подготовки и выживания Министерства обороны России в Приэльбрусе. Первым этапом стали соревнования на объектах базы Терскол. Команды выполняли спецзадания, индивидуальное лазание на искусственном скальном рельефе и ориентирование в горной местности. Таковы главные новости к этой минуте. Оставайтесь на канале, не переключайтесь. Спасибо коллегам, и мы продолжаем наш эфир. Кассовые чеки могут нанести вред здоровью отдельного человека, так и окружающей среде в целом. При этом альтернативы чекам еще не придумали, и мы каждый день вынуждены подвергать себя опасности. Подробнее далее. И ежегодно используют около 10 тысяч тонн термобумаги. Из нее делают чеки, бумагу для факсов и используют в медицине. В термобумаге содержится опасное вещество бисфенол А. Достаточно подержать чек в руках 5 секунд, чтобы 1 микрограмм этого токсина проник в кожу. Доза увеличится 10-кратно, если у вас будут влажные руки или намокнет сама бумажка. Если в день вы прикасаетесь более чем к 10 чекам, доза токсина, полученного вами, составляет 71 микрограмм в сутки. Пока что считается, что это в десятки раз меньше переносимой дневной дозы, но исследования продолжаются, и ученые склоняются к тому, что даже столь маленькая концентрация опасна для здоровья. Вещество оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему человека, может спровоцировать онкологические заболевания. Есть исследования, доказывающие, что бисфенол А приводит к задержке развития мозга, аутизму, развитию сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно из-за бисфенола А кассовые чеки не принимают на переработку. Помимо того, что в термобумаге мало целлюлозы и выход вторичного сырья из нее очень низкий, она может загрязнять остальную макулатуру токсинами. Поэтому сдавать чеки в макулатуру не только бесполезно, но и вредно. Однако каждый из нас может минимизировать ее появление на городских свалках. Например, используя банкоматы, можно отказаться от печати чека при выдаче наличных и запросах баланса. Используйте мобильный банк или выводите запрос баланса на экран монитора. Старайтесь чаще совершать онлайн-покупки, вместо того, чтобы идти в магазин, где продавцы по закону обязаны выбить чек. Ну а если без чека не обойтись, старайтесь брать его руками в перчатках. Особенно актуален совет для тех, кому приходится регулярно прикасаться к термобумаге, например, продавцам в магазинах.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Встречать осень и зиму мы предлагаем каждой девушке и женщине вместе с магазином «Адель». На улице заметно холодает. Вот почему я сейчас в таком обличии. Сегодня о сезонных тенденциях мы будем говорить с директором магазина Мариной Александровной Мущинкиной. Марина Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как нам известно, магазин «Адель» открылся в 2012 году, да? Расскажите несколько слов о магазине, какая у него история, да? Магазин открылся в 2012 году. Мы начали заниматься домашней одеждой, постельным бельем. И у нас был акцент на натуральные материалы. Всем известно, что сейчас на рынке очень много всего. Но найти изделия из натуральных материалов, чтобы они были практичные, удобные, конечно, тоже проблемно. И я как хозяйка, как мама, как бабушка уже тоже как бы этим вопросом решила заняться вплотную. Вот. И мы начали домашнюю одежду продавать, а затем уже расширять свой ассортимент. И в настоящее время мы продаем одежду по сезону. Летом у нас вискоза, лен, хлопок, зимой у нас шерсть, осень, весна, ветровки, кардиганы. В общем, широкий ассортимент. Да, вот это самое главное. Но наверняка у вас уже есть постоянные клиенты. Да, у нас очень много постоянных покупателей, тем более, что они целыми семьями у нас уже одеваются. И поэтому как бы требует уже обстановка, что нужно расширять свой ассортимент. И я бы хотела представить вот к сезону, к зиме российскую брендовую одежду марки «Анна Фортуна». Так, ага. Но вы меня, кстати говоря, очень спасли сейчас. Я очень мерзла стояла, да, потому что утро у нас действительно холодное, и сейчас вот прям не хочется снимать. Расскажите, да, как готовиться к зиме и в чем встречать зиму? И осень тоже. У нас и осень, и ветровки. Сейчас утепленные плащи уже на подходе. Вот, кстати, из такой же. У нас самое главное, что сверху это 50% хлопок, 50% синтетика. Внутри это шерсть мериноса и микроволокно. Благодаря созданию нитей, сплетению нитей, получается очень хороший результат. Получается тепло на улице человеку и комфортно в помещении. Так. Вот. Ага. Очень... Ну, что касается вот наполнителя, да, при скольких градусах, да, это выдерживает утеплитель ли зиму нашу Альпалюкс, утеплитель. Он разработан австрийскими учеными и специально адаптирован для наших российских морозов. Все знают, что у нас холодно. Вот данная модель имеет плотность 200 грамм на квадратный метр. Она выдерживает температуру до 30 градусов. В общем, тепло, легко и натурально. Вот. Да. Самое главное, еще имеется вот такая вот из шерсти подстежка. Все самое главное, что натуральное. И внутри тоже утеплитель. Вот он, Альпалюкс. Так. Шерсть мериноса. Ага. Теплее, легче, натуральнее, да. И также вот можно, когда ветер, когда холодно, пожалуйста, здесь тоже все продумано, чтобы нигде не поддувало. Удобные карманы и современный стиль очень нравится нашим покупателям. Здорово. Также будет в 3 расцветках в этом сезоне. Красный, темно-синий и хаки. Сейчас очень актуальный цвет. Вот, кстати, что касается фасона, да, и расцветок. Ага, каждый может найти под себя. Да, по себе. Еще, кроме этого, хотела обратить внимание, что этой же марки «Анна Фортуна» очень хорошие брюки. Они также из натуральных материалов, из хлопка, из вискозы, очень теплые, ну, как бы для осени. Летом тоненькие, из поплина. В общем, по сезону, на каждый сезон своя линейка выходит. Вот. Поэтому рекомендую всем женщинам приходить к нам, посмотреть, попробовать. Кто уже поносил, те уже приходят и спрашивают покупателей, а что у вас еще есть марки «Анна Фортуна»? Потому что платья штапельные очень хорошие, также имеются в наличии. Брюки, куртки, ветровки, в общем, все по сезону. Ну вот что касается, вот мы поговорили о верхней одежде, да, а что касается платьев, костюмов. Очень много. Платья, костюмы очень хорошие. Я бы хотела также представить фирму Мерлис Воронеж. Это дизайнеры разрабатывают. Очень хорошая одежда. Также пиджаки из льна, платья, брюки. Тоже очень хорошего качества. Тоже по сезону. Также к Новому году тоже уже выходят
модели уже мы их заказываем заранее. Также хотела бы представить Прима-линия Новосибирск. И также хотела бы сказать, что у нас в магазине присутствует торговая марка «Клевер», «Золотое руно». Это уже больше домашней одежды. Ну, «Клевер» у них разнообразная одежда. Очень хорошая. Там есть одежда из модала. Получается хлопок и модал. Модал, коротко скажу, это смесь вискозы и бамбука, что очень комфортно в носке, шелковистость. Очень удобные, хорошие, комфортные вещи. Марина Александровна, огромное вам спасибо. Давайте пригласим телезрителей в магазин, да? Ага, и пожелаем. Пожалуйста. Я хочу пожелать всем здоровья, самое главное счастья. И ждем наших дорогих, милых женщин к нам в магазин. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Марина Александровна, огромное спасибо вам за беседу. Очень приятную. Процветания вам и вашему магазину. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. А мы продолжаем. Сколько у вас групп в социальных сетях? Наверное, немало. И каждая объединила в одну ленту единомышленников, одноклассников, земляков, родственников, в конце концов. А порой и по интересам огородников, любителей рыбалки, бисероплетения и так далее. А героини нашего следующего сюжета объединились в одну группу, когда узнали новость о скором пополнении в семье. И совсем недавно, июлятом 2018, исполнился год. Подробности в следующем сюжете. Заметно растете, не знаем, верить или нет. Вчера еще огукали, сегодня первый год привет. Такие забавные, везде и сразу главные. Ловить вас только успевай, мама, давай. Активные, красивые, лучезарные. Группа существует всего лишь год с небольшим, но уже стала доброй традицией к самым значимым событиям сочинять стихи, накладывать на музыку и снимать клип. Недавно отметили первый день рождения любимых непосед. Девочки и детки, всем привет! У нас был годик и июльчат, которые родились в 2018 году. Мы все собирались у меня, мы накрыли стол праздничный. У нас было очень красивое оформление, и мы устроили фотосессию и видеосъемку в стиле пикник. Мамочки поддерживают друг друга во всем. Онлайн-консультации 24/7 абсолютно по всем вопросам. Тут есть и свой врач, и кондитер, и пиарщик, и даже инженер автомобильных дорог. За последние, скажем, 10 лет это у меня первый отпуск летом. Потому что летом я обычно работаю, у нас сезон работ, да. И благодаря дочке у меня такой отпуск. С прошлого года, с июля, вступили в эту группу. Но я еще беременная была. У нас дата рождения должна была быть в конце июля, но мы, правда, родились 2 августа. И мы, получается, самые младшие в группе. Мамочки юлят между готовкой, стиркой, уборкой, воспитанием малышей и бесконечной вереницей домашних дел успевают находить время для себя на дружеское общение уже с любимыми подругами-единомышленницами, которых они нашли в этой группе. Я вообще, в принципе, не состояла в никаких группах раньше, но эта группа просто бомба. Там обсуждается все от кормления до каких-то семейных отношений. И очень помогает. И мне нравится, что она очень позитивная, эта группа, креативная. Все легкие на подъем. Занимаются многие рукоделием, многие шитьем, многие занимаются бизнесом, многие мамы научные, там какие-то сотрудники. Больше всего запомнилась наша первая фотосессия. Сколько нам было тогда? Господи, где-то по 7 месяцев, по 6 было. Все ползали, там вообще такой атас был в фотостудии. Это, возможно, здесь будущие наши лучшие друзья. Так что будем общаться, поддерживать связь, какие-то новые знакомства. А пока ангелы и юлята делают свои робкие первые шаги, их мамы, тихо радуясь успехам своих чад, планируют новые великие дела. Мария Павлова, Андрей Рукавишников. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Приемная кампания в учреждениях среднего и высшего профессионального образования продолжает работу и прием документов. Но тем не менее времени осталось совсем немного, поэтому, дорогой абитуриент, успевай сделать свой выбор. Сегодня у нас
В гостях представители Алданского политехнического техникума Валентина Сорокина и от регионального технического колледжа города Мирный Евгений Ильин. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Валентина Афанасьевна, но про Алданский техникум, да, расскажите нам немного. Он с 1930 года, насколько мне известно, да? Ага, какова история у него? Вкратце. Доброе утро. Я представитель Алданского политехнического техникума, одного из старейших средних специальных учебных заведений в Республике Саха-Якутия, основанного в 1930 году. На следующий год у нас будет юбилей. Входящего в 100 лучших СУЗов Республики Саха-Якутия. В условиях модернизации нашей системы, в условиях быстро меняющегося мира, на рынке труда востребованы высококвалифицированные специалисты, которых специальности и профессии, которые готовит наш Алданский политехнический техникум. И вот на базе 9 класса и на базе 11 класса мы набираем по 10 специальностям и профессиям. На базе 9 класса со сроком обучения 2 года 10 месяцев лаборант-эколог, сварщик, мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля. А со сроком 3 года 10 месяцев обучения это техническое обслуживание, горная промышленность, открытые горные работы, организация технологий защиты информации, электрические сети, станции, системы. Дальше и техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. На базе 11 класса мы набираем со сроком обучения 2 года 10 месяцев строительство, эксплуатация автомобильных дорог. И очень интересная профессия со сроком обучения 10 месяцев машинист на открытых горных работах, где получает 2 квалификации. Это машинист экскаватора и машинист бульдозера. Вот как раз сейчас нам не хватает студентов на машиниста на открытых горных работах. И мы всех приглашаем, кто сейчас желает обучаться на базе 11 класса на машиниста на открытых горных работах. Здорово. А какие наиболее популярные профессии, так скажем, среди абитуриентов? Ну, на сегодняшний день, конечно, открытые горные работы тоже у нас, как всегда, ежегодно стоит на первом месте. В этом году открыли мы лаборанта-эколога, тоже очень много заявлений поступило. Также мы работаем в этом году, у нас изменения есть по сетевому взаимодействию, по приказу Министерства образования. И многие студенты будут поступать по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта сначала в Якутском индустриальном педагогическом колледже. А со 2-го курса, начиная, они будут обучаться у нас в Алданском техникуме. И вот здесь наборов тоже очень много. Спасибо. Евгений Дмитриевич, несколько слов о колледже нам расскажите. Ну, колледж у нас был раньше училище, сейчас в 2006 году переименовали региональный технический колледж в городе Мирном. В данное время сегодня мы набираем по 15 группам, специальностям, профессиям абитуриентов. На базе после 9 класса из них получается 10, и после 11 класса где-то 5 групп набирается. Ну, самым здесь востребованным профессиям у нас набор ведется именно переработки нефти и газа, специальность техники технолог. Далее новая группа у нас в этом году открывается информационная система и программирование на базе после 9 класса. Ну и, соответственно, идут еще и компьютерные сети. Так, далее у нас еще по востребованным профессиям у нас ведется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. И самое главное, это что у нас техническая эксплуатация обслуживания и электромеханического оборудования. Это самые востребованные и самые конкурсные профессии и специальности ведутся. Уважаемые гости, но приемная кампания все еще открыта. Сколько остается, какие сроки? Ну, здесь в городе принимают до 15 августа, но мы будем принимать до тех пор, пока мы не берем наших студентов. Мы работаем, центральная приемная комиссия работает до 23 августа. Что касается вашего заведения? Я тоже самое. До 23 августа буду находиться на центральном приемном комиссии. Это на Ленина 50. Если еще время есть, приходите.
Якутский торгово-экономический колледж. Хочется сказать, что еще в наших студентах требуются наши предприятия. Заранее некоторые предприятия с лучшими студентами заключают целевой Вот, договор. кстати, да. Да. Что касается работы, И, да? да, и во время всей учебы они даже оплачивают дополнительные им деньги, стипендии, дополнительные стипендии. Приглашают на свои предприятия, на производственную практику, и по окончании всего учебного заведения уже их ждут как специалиста. Почему такая востребованность? Потому что у нас в Алданском политехникуме ведется дуальная модель обучения. Это значит, студент 50% своего учебного времени занят на практике. Тем самым закрепляет свои полученные теоретические знания на практике. Еще у нас есть многофункциональный центр. Это тоже очень большой плюс, потому что свободное от учебы время студенты могут еще на курсах заниматься. Это курсы водителей разных категорий, у нас есть свой автодром, сварщика разных разрядов, у нас есть свой сварочный цех, повара, бухгалтера, машиниста, стропольщика и так далее. Очень многие. И у нас еще мы являемся инновационной площадкой для стратегического развития промышленного роста. Взаимодействуем мы и с торгово-промышленной палатой Республики Саха-Якутия, и с промышленными предприятиями, и с администрацией нашего Алданского района. Валентина Афанасьевна, так ярко призываете, хорошо так рассказываете, мне аж самой захотелось, может быть, поехать к вам, да? Ага. Что касается сотрудничества с работодателями, да? Ага. Ну, региональный технический колледж Мирном в данное время очень тесно взаимосвязано, работает именно как такими крупными компаниями, это Роснефть, Сургуф, Нефтегаз и производственные предприятия, акционерная компания «Алроса». Все наши студенты во время некоторой учебной практики, даже по производственной практике, проходят именно в тех местах, которые заказывают нас, делают госзаказы эти компании, предприятия. Поэтому практика тоже у нас ребятам оплачивается за прохождение производственной практики. И по окончаниям большинство некоторые там не остаются работать на этих предприятиях. Уважаемые гости, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Я хочу напомнить также абитуриентам, что нынче есть новое введение, это подача электронного заявления, поэтому успевайте сделать свой выбор. Ну а я с вами прощаюсь, до завтра, увидимся на канале НВК Саха. Не забудьте сегодня взять зонтики, обещают дождь. Хорошего дня, отличного настроения.